Более 44 тысяч личных подсобных хозяйств Ингушетии пройдут обследование в рамках всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. Такой сбор данных в стране проводится раз в 5 лет. Опрос коснется и владельцев крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и других крупных предприятий. Такая микроперепись нужна для того, чтобы у государства была информация о структурных изменениях в сельском хозяйстве, наличии и категории земель, поголовье скота, площади теплиц и парников, условиях ведения сельскохозяйственной деятельности и не только. Мы провели работу по уточнению адресной базы, которая попадает под микросельхозперепись, уточнение объектов переписи, которые будут проведены. Микросельхозперепись попадает 340 сельскохозяйственных предприятий, это сплошное идет. Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, они сплошное. 1948 крестьянско-фермерских хозяйств, 222 индивидуальных предпринимателя и более 44 тысяч личных подсобных хозяйств, то есть это домовладения частные. Для проведения микропереписи в республике уже подготовили 93 переписчика, которые прошли специальное обучение. На каждого из них приходится по 480 объектов обследования. Работать привлеченные специалисты будут на 16 участках по всей республике с 1 по 30 августа. Главная особенность переписи в том, что проводиться она будет в электронном виде. За каждым переписчиком закреплен индивидуальный планшет. Планшет оборудован системой геолокации. Здесь установлена сим-карта. Она активируется на период проведения переписи. Соответственно, мы можем в любой период времени наблюдать, где находится переписчик и какую работу он выполняет. Планшеты будут задействованы и во время всероссийской переписи населения, которая впервые пройдет в цифровом формате. Ее сроки были смещены из-за пандемии и предстоящих в стране выборов. Пройдет она с 15 октября по 14 ноября. Задействовано уже около 1000 переписчиков. Для их работы будет выделено 154 переписных участка по всей республике. Получаемые данные, они касаются не только численности населения, и не только возраста, полового состава, но и состояния дорог, состояния инфраструктуры, состояния жилья, в котором проживают люди. Все эти вопросы задаются при обследовании, то есть качество их проживания и так далее, для того, чтобы потом можно было анализировать развитие того или иного округа, субъекта и так далее, чтобы принимать решения. И хочу отметить, что все данные, получаемые в рамках проведения этой переписи, они при обработке обезличиваются. То есть ни один фискальный орган, ни кто-либо другой не сможет получить конкретную привязку к тому или иному адресу по полученным данным. Соответственно, опасения людей о том, что их потом могут прийти к ним и заявить, что там у них площади не те или еще что-то в целях фискальных органов, они не обоснованы. Перепись населения проходит с учетом современных международных стандартов и абсолютно добровольно. Все данные фиксируются со слов жителей. Никаких подтверждающих документов не требуется, даже паспорт. Заполнить анкету можно будет и на портале госуслуг. Напомню, что всероссийская перепись населения проходит раз в 10 лет. В последний раз масштабный опрос россиян был организован в 2010 году. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.